Здравствуйте, уважаемые телезрители и радиослушатели. В эфире программа «Якутск сегодня». Мы выходим одновременно и на телевидение, и радио ТИТИМ Саха-Радиото национальной вещательной компании «Саха». Режиссеры Мария Новгородова и Николай Слепцов. Сегодня у микрофона в студии ведущий Юрий Сергеев. Доброго дня всем якутянам. В нашей сегодняшней передаче стартовал туристический сезон в республике. Подробно об этом во второй части нашей сегодняшней передачи. Ну, а прямо сейчас представлю прежде гостей студии. Это Татьяна Акимовна Давыдова, руководитель Центра нейродегенеративных заболеваний, ведущий научный сотрудник Якутского научного центра комплексных медицинских проблем, кандидат медицинских наук, врач-невролог. Здравствуйте. Здравствуйте. И научный сотрудник Якутского научного центра комплексных медицинских проблем, председатель региональной общественной организации «Ассоциация пациентов со спиннocеребелярной атаксией первого типа и другими нейродегенеративными заболеваниями Республики Саха-Якутия, врач-генетик, отличник здравоохранения Республики Оксана Гавриловна Сидорова. Добрый день. Добрый день. Уважаемые телезрители и радиослушатели, в ходе нашей сегодняшней передачи в прямом эфире вы можете задать свои интересующие вопросы участникам сегодняшней программы. Напомню, номер телефона 8 411 2 и 32 2066 и 32 11 66. Итак, мы начинаем нашу передачу. Оксана Гавриловна, нынче ваша ассоциация уже отметила 5-летие своей работы. Да. Работы общественной организации. Что мы вас с этим и поздравляем. Спасибо. С 5-летием. Наверное, конечно, обычно надо подводить какие-то общие, может, частные итоги, да, вы пришли к этому событию, к знаменательному. Что бы вы сказали? Да, 27 января исполнилось 5 лет, как нас зарегистрировали в Минюсте, Министерстве юстиции, и мы открыли свою некоммерческую организацию «Ассоциация пациентов со спиннocеребелярной атаксией первого типа и другими нейродегенеративными заболеваниями». Спиннocеребелярная атаксия – это наследственное неврологическое заболевание, которое наиболее распространено в Республике Саха-Якутия. И она была открыта в тот период, когда шло изучение вилюйского энцефаломиелита. И тогда же еще было открыто второе заболевание – миотоническая дистрофия первого типа. И наши ученые, наравне с учеными из других стран, международная группа ученых работала, по итогам изучения они пришли к выводу, что все-таки во всем мире спиннocеребелярная атаксия наиболее распространена в Республике Саха-Якутия. Но это заболевание проградиентное с тяжелым течением, она на сегодняшний день считается неизлечимой. Мы оказываем только поддерживающую терапию. И необходимо было создать какое-то общество пациентов, чтобы помочь им преодолеть это заболевание, передать что-то своим детям, внукам, потому что когда ничего не известно, когда неизвестен враг, это заболевание, да, которое имеет такое сложное течение, то тогда бывает очень трудно пациенту одному с этим справиться. И когда уже в 2000 году было выделено ДНК человека нашими специалистами, то тогда мы приняли решение, что обязательно нужно будет открыть это общество. И как раз спустя 20 лет, когда наш президент Путин издал указ о создании гражданского общества, о развитии гражданского общества. Тогда мы смогли открыть некоммерческую организацию. Первые годы нашей работы были, конечно же, в ковидный период. И с 2021 года мы начали создавать заявки, выигрывать гранты, и началась наша работа. На сегодняшний день мы с нашей ассоциацией, с нашими врачами-добровольцами, научными сотрудниками, врачами, медсестрами, врачами-лаборантами Якутского научного центра комплексных медицинских проблем объездили 13 улусов. Из них
4 арктических, это Абыйский, Оленёкский, Булунский и Среднеколымский улусы, и посетили 78 отдаленных наслегов. На сегодняшний день выявили 12, это считается много для орфанных заболеваний, 12 первичных случаев проявления этого заболевания уже в исследованных семьях. 150 лекций прочитали. То есть наша бригада врачей, она отличается еще тем, что мы не просто делаем консультативный прием пациентов, но мы еще и читаем профилактические лекции. Было проведено 4160 консультаций, 147 лекций было проведено, получено около 2500 проб на ДНК. Вот. Ну и в нашей бригаде имеется врачи, работает врач-невролог, врач-ревматолог, потому что ревматическая патология тоже также распространена на слегах, отдаленных тем более. Вот. И я, как врач-генетик, также принимала участие в работе экспедиции. Угу. Вот эти экспедиции будут продолжены, наверное, да? Экспедиции будут продолжены, у нас уже есть планы на этот год, да. И вот хочу поделиться радостной вестью. Послезавтра, 22 мая, у нас состоится Всероссийская междисциплинарная научно-практическая конференция «Общество и генетика» с международным участием, где мы с большой радостью объявляем, что примет участие Лев Герцевич Гольдфарб. Это известный доктор медицинских наук, профессор, известный во всем мире. Он сейчас проживает в Америке, в городе Бетесда, работает в Институте здоровья, и он прочитает лекции именно об истории изучения, истории начала изучения спиноцеребральной атаксии первого типа. Также выступит на конференции Эльза Камильевна Хуснудинова, известный профессор-биолог, которая нам помогла в подготовке кадров, генетиков, и выступит также Ян Владимирович Власов, тоже известный в России общественник и известный врач-невролог, доктор медицинских наук. Вот эта вторая Всероссийская научно-практическая конференция как раз приурочена к вашему 5-летию. Да, к нашему создания 5-летию, организации общественной, да? К нашему 5-летию мы подводим некоторые итоги и наметим, конечно же, планы на будущее. Так, у нас телефонный звонок есть, да? Нету пока еще. 32 2066 32 11 66. Ну, а какие планы у вас на ближайшее время? Ну, на ближайшее будущее мы будем продолжать, потому что из 32 улусов мы объездили пока только 13, поэтому мы будем еще смотреть южное направление. В Ленске очень много необследованных пациентов. Хочется их посмотреть уже и у них с выездом, да, Алекминск, Ленск и Вилюйская группа районов тоже не обследована нами, осталась пока. Ну что ж, уважаемые телезрители и радиослушатели, если есть какие-то вопросы, то, пожалуйста, звоните нам, задавайте участникам передачи. Так, Татьяна Кимовна, к вам вопрос. Ну вот, кстати, город Якутск у нас вот в этом месяце как бы является вновь площадкой, да, для проведения научно-практических конференций, непростых, скажем, всероссийских, международных в том числе, да. Вот 5-6 июня этого года вот состоится вторая международная научно-практическая конференция. Вот, пожалуйста, об этом несколько слов. Каковы цели, задачи, кого бы отметили из тех вот приглашенных, да, участников, крупных ученых? Да. Значит, вы совершенно правы. У нас состоится уже вторая международная научно-практическая конференция, которая называется «Нейронауки в 21 веке. Проблемы и перспективы». Она будет проходить в течение 2 дней, 5 и 6 июня. При этом 6 июня у нас будет проведен конкурс молодых ученых и симпозиум. Значит, вообще для чего проводятся вот такие конференции, да? Какая вот их цель этих научных конференций? Да. Прежде всего, это интеграция науки и практической медицины. Значит, на основе вот этих докладов и лекций, которые прозвучат на нашей конференции, да, практически врачи это может помочь создать практическим врачам какие-то алгоритмы, да, в введении, в лечении, в диагностике вот этих нейродегенеративных заболеваний. Ведь нейродегенеративные заболевания, это вот не зря их называют тихой эпидемией 21 века, да, это болезнь
пожилых людей, возраст зависимых, но при этом мы в последние годы отмечаем омоложение возраста, и это тоже требует изучения. И у нас на нашей конференции... Угу. Так, у нас телефонный звонок. Давайте вот нашего радиослушателя, телезрителя послушаем. Слушаем вас. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Оксана Гавриловна, здравствуйте. Это я Надежда Попова из Юки. Так. Добрый день. Мгм. Так, ваш вопрос слушаем. Да, возможно ли оплата проезда до места лечения до Якутска? Я вот от Киева бегала, типа. Угу. Мгм. Так, да, этот вопрос Спасибо. очень животрепещущий, но обычно к этим вопросам обращается именно главным врачам центральных районных больниц вашего улуса, потому что они рассматривают этот вопрос об возможной оплате проезда Так, на Татьяна, лечение. хорошо. Татьяна Кимовна, ну продолжим, да? Ну, почему у нас наша конференция международная? Потому что в ней принимают участие ученые с международным, всем известные, всему миру известные, это профессор Холден, который занимается именно такими орфанными нейродегенеративными заболеваниями. Вот. И в прошлом году он тоже участвовал, но он принимал участие в режиме онлайн. Угу. В этом же году он будет лично присутствовать. Вот, значит, приедет к нам из Лондона со своим помощником, Так. с Каиржаном, Раваном Каиржановым, который занимается болезнью Паркинсона среди тюркоязычных народов. Вот ему тоже интересно будет посещение нашей республики. Вот, они оба работают в университетском колледже Кембриджа. Так. В Лондоне. Вот. И мы, конечно, с нетерпением ждем, потому что их приезда, потому что у них будут очень такие доклады, но, естественно, на очень высоком теоретическом и практическом уровне, я думаю, да. Вот. Они представят нам новые результаты по ДНК-секвенированию редких нейродегенеративных заболеваний. Вот, кроме этого, к нам собираются приехать гости из Казахстана. Это заведующая кафедрой неврологии Назира Асановна Жакенбекова, и она привезет 4 резидентов, то есть это ее ученики, 4 молодых людей, которые примут участие в конкурсе молодых ученых. Вот, и она тоже представит свой доклад о том, как состоит у них, какое состояние в Республике Казахстан по оказанию специализированной медицинской помощи именно при нейродегенеративных заболеваниях. Вот, но здесь я бы хотела остановиться. Вот почему это у нас же 2-я конференция. Да. Вот 1-я конференция была в прошлом году. Значит, но она была не такая представительная, как как 2-я. И она там 50% докладов практически были онлайн. Вот, ну, не 50, меньше, но очень много докладов онлайн было. Да. В этом же году у нас совсем несколько докладов онлайн. В основном это будет все очное участие. Вот, и почему вот эти конференции вообще еще оказались возможные, да? Потому что, значит, Якутский научный центр комплексных медицинских проблем, который открыл на своей базе вот этот центр нейродегенеративных заболеваний, да, значит, то есть он получил такую материальную базу. Вот, и вследствие этого у нас мы уже копим материал, собираем материал, изучаем вот этих больных наших пациентов с нейродегенеративными заболеваниями, да, и можем уже представить свои какие-то результаты. Значит, вот эта международная конференция, она организована не только Якутским научным центром комплексных медицинских проблем. Мы, значит, это очень активное участие, значит, принимает медицинский Северо-Восточный федеральный университет, кафедра неврологии и психиатрии под руководством доктора медицинских наук Татьяны Яковлевны Николаевой. Вот, и кроме этого принимает участие общество неврологов, тоже под ее руководством, и непосредственно Южно-Казахстанская медицинская академия. Вот, и, ну вот, конечно, статус этой конференции будет очень высокий у нас. Значит, мы уже давно к ней, считайте, с февраля месяца практически готовимся к ней, да. Надеемся, что она пройдет очень эффективно, очень продуктивно пройдет. Вот, и главное, что еще и
у нас профессор Холден, он будет проводить мастер-классы. Значит, мы уже готовим список больных. Значит, он в течение 2 дней будет проводить мастер-классы, будет показывать нашим докторам, как он смотрит больных, как ставит диагнозы. Но мы предоставим тех больных, очень сложные случаи, в которых нам пока сложно разобраться. Вот, и посмотрим, будем смотреть, учиться у известного человека с мировым именем. Ага. Татьяна Кимовна, если говорить о пациентах, да, с этими заболеваниями нейродегенеративными у нас в Республике Саха-Якутия, то что можно сказать? Какова сейчас тенденция? У нас так же, как и во всем мире, наиболее распространенные заболевания — это болезнь Альцгеймера и болезнь Паркинсона. Значит, идет омоложение и распространение, увеличение возраста, количества больных с боковым амиотрофическим склерозом. Так, и есть и другие заболевания. Но это это 3 основные заболевания, которые идет рост этих заболеваний. Да? Значит, мы составляем регистр этих больных. Да, если например, раньше по болезни Альцгеймера вообще никаких списков не было, да, то мы, им составили регистр, зарегистрировали его в Роспатенте Российской Федерации, и благодаря этому регистру мы теперь знаем, какое количество больных, прошло через наш центр, да, и то есть мы уже пришли к каким-то цифрам, потому что если этих раньше цифр не было, неизвестно было, есть такие больные или нет больные, или нет таких больных, или это была просто возрастная такая, как говорится, бытовая, да, в быту говорят, возрастная деменция, да. А теперь мы, учитывая наше неврологическое отделение, который является базой Центра нейродегенеративных заболеваний, руководит этим неврологическим отделением врач-невролог высшей категории Хабарова Юлия Ильинична, оно является, конечно, основным звеном, основной базой нашего центра. Через этот центр проходят все больные, которые представляют для нас научный интерес. Да, мы их смотрим, изучаем эти клинические особенности, течение этих заболеваний, составляем в биобанк данных, и все это, конечно, с согласия, информированное согласие этих больных, все делается. Потом эти результаты представляем на различных конференциях, делаем публикации и так далее. В общем, работа у нас очень интересная. У нас коллектив в нашем центре молодой, там 50% до 40 лет представляют молодые ученые. И они все, горят таким желанием изучать. Все очень энергичные, умные, очень грамотные. И, в общем, мне доставляет удовольствие с ними работать, например. Потому я верю, что наш центр будет в дальнейшем развиваться благодаря им. У нас до конца передачи осталось совсем немного времени. Я думаю, что есть что-то сказать, но обращаясь к нашим телезрителям и радиослушателям. Оксана Григорьевна, что бы вы сказали? Да, я хотела сказать, что в июне месяце этого года у нас будет проходить впервые школа пациента с нейродегенеративными заболеваниями, не только с спиноцеребелярной миотонической дистрофией первого типа, но и другими нейродегенеративными заболеваниями. Следите, пожалуйста, за нашими анонсами и приглашаем вас на первую школу пациента с НДЗ. Пожалуйста, Кимовна. Я хотела добавить к словам Оксаны Гаврилевны, да, чтобы больные пациенты подготовились к этой школе, подготовили свои вопросы насущные, которые возможно, мы могли бы решить некоторые вопросы. По лечению, да, по социальной помощи, или еще какие-то по маршрутизации больных, да, например, при поступлении в стационар. Сейчас вопрос поступил, например, об оплате, да, пациента. Как эти вопросы решить? Такие насущные практические вопросы. Для этого школа делается. Мы намерены прочитать лекции, в общем, какие-то, оказать психологическую помощь, да, может быть, ознакомим с новинками, чтобы у пациентов была какая-то надежда, появилась, но она у них есть, чтобы надежда это не угасала у них.
Хорошо, вот на этой ноте мы завершим наш первый блок передачи «Якутск сегодня». А сейчас мы буквально уходим на небольшую рекламную паузу и вновь вернемся в нашу студию и продолжим телерадиопрограмму «Якутск сегодня». Сидим. Продолжаем наш прямой эфир. В республике начался новый туристический сезон. Что ожидает якутян и гостей нашей республики? Вот в связи с этим у нас возникли вопросы к заместителю министра предпринимательства, торговли и туризма Марии Эдуардовне Карповой. Здравствуйте. Мария Эдуардовна. Ну и, уважаемые слушатели, телезрители, если у вас тоже есть какие-то вопросы к Марии Эдуардовне, пожалуйста, звоните нам прямо сюда, в студию. Ну что ж, в этом году, после ее разработки, была принята стратегия развития туризма в Республике Саха-Якутия на период до 2030 года. Вот. И, наконец, она была принята где-то в начале года, да? Да, в феврале. В феврале месяце была принята. А до этого была какая-то стратегия, схожая с этой, скажем так, была да? концепция, на другой период. Да, была концепция развития туризма. Да. Да, а сейчас это переросло в стратегический документ, но мы подошли абсолютно по-другому, нежели в предыдущий раз. Мы собрали полностью предпринимательское сообщество, деятелей культуры. У нас принимали участие даже Министерство транспорта, те, кто подведы их. Мы, при том, что не навязывали силы, мы просто сказали, что мы будем разрабатывать стратегию. У нас был модератор из Москвы, который это все вел, и тем самым краеведы, и тем самым у нас как раз-таки родился вот этот документ, появился, написался. Вот. Также мы с ними же в группе в WhatsApp, получается, соотносили все главы, спрашивали, правильно ли мы поняли, правильно мы будем действовать, и тем самым, получается, сложилась такая синергия, которая, надеюсь, что принесет плоды, которая будет выражаться в туристическом потоке в Якутии. Да, в общем, вы посоветовались, да, со всем сообществом, да. И, в общем-то, и даже мы не советовались, мы прям вместе разрабатывали. Вместе разрабатывали, да, скажем так. Все равно предложения тоже звучали, конечно. наверное, с их стороны. Вот. Ну и если вкратце вот нашим телезрителям и радиослушателям, вот, конечно, я видел эту стратегию, да, документ довольно-таки объемный. А что основное все-таки вот вы бы отметили сейчас? Я бы хотела рассказать о том, что мы делаем акцент на домашний туризм. Что такое домашний туризм? Это как есть въездной туризм, это по Российской Федерации, кто к нам въезжает, и также экспорт — это заграничные туристы. А мы именно хотим про то, чтобы люди внутри Якутии знали, куда съездить, что посмотреть, попробовали этот продукт, который дают наши туроператоры, агенты, и начали узнавать свою историю, свою Якутию, и гордились бы ей через эти продукты. Конечно, узнавать мы должны все-таки нашу республику, это, наверное, и молодым в первую очередь тоже, да, и, скажем, жителям всей нашей республики действительно внутренний туризм надо развивать. И вот сейчас вот с этого года принят и тоже разработан, и уже реализуется новый национальный проект, не скажу, что новый, да, вот, туризм и гостеприимство. Да, и гостеприимство, вот так называется. Здесь, конечно, наверное, надо, вы как заместитель министра, что можете сказать по господдержке предпринимательского сообщества, те, кто непосредственно вот сегодня работает. Вообще, сколько у нас сегодня туроператоров, турагентств по У вас республике? столько сразу вопросов. Да, давайте упорядочим. Про господдержку. Пожалуйста. Да, у нас сейчас проходит распределение федеральных средств по как раз вот этому у нас проекту, который мы назвали «Туризм и гостеприимство». Сейчас у нас проходил конкурс, получается, с 28 декабря по март, они там сроки потом немного увеличивали до апреля, федеральные правительства. Вот. И тем самым у нас было подано 76 заявок на строительство домиков модульных, круглогодичных. Это очень важно, которые оснащены туалетом, санузлами, всем, что только возможно, для того, чтобы комфортно было туристу в первую очередь. Вот. И, получается, 40 проектов мы отобрали на региональном уровне и отправили на федеральный уровень. Сейчас там проходит внутренний конкурс, и мы очень надеемся, что нам все проекты софинансируют, вот, потому что, если честно, в том году этот проект был реализован не совсем качественно, и не все предприниматели справились с соглашениями, которые мы заключили. Вот. И из-за этого
этого рейтинг республики чуть-чуть упал в этом направлении и могут недофинансировать из-за этого. Поэтому, пожалуйста, кто подается, будьте ответственны с документами. И также у нас в рамках этого проекта единая субсидия. Конкурс у нас будет проходить с июня, по крайней мере, мы надеемся на эти даты, надеюсь, что не позднее 15 июня он запустится, и на оборудование. То есть люди, которые задействованы в туриндустрии, предприниматели, они смогут получить софинансирование в размере от 50%. Ну, то есть, например, миллион, они могут выиграть 3 миллиона в одни руки, и максимум будет софинансирование 1 миллион по каждому направлению, то есть у них должен быть 1 миллион тоже, чтобы принять участие в этом конкурсе. Там можно хоть на 1000 рублей подаваться, главное, подавайтесь и давайте закупаться САПами, стропы строить, то есть вот это все, как бы, даже мы учли, как раз наша насущная тема, это туалеты, чтобы там люди могли закупаться и софинансировать эти вопросы. То есть списки по софинансированию мы обсуждали с предпринимательскими сообществами. Да, ну, в общем-то, да, действительно, вы очень активно взялись, я смотрю, да, планов тоже громадье, проекты, конечно, и предпринимателям есть над чем поработать сегодня, конечно. Что вот сегодня мешает, может, какие-то трудности возникают, не тут предпринимателей? Может, что-то там есть какие-то внутренние, наверное, еще неиспользованные резервы или что ли? У нас, смотрите, сейчас мы с 1 марта орган, который оказывает контрольно-надзорную деятельность, и нам очень важно, чтобы предприниматели проходили, у которых есть глэмпинги, кемпинги, проходили классификацию своих гостиниц. Чтобы пройти классификацию гостиниц, нужно, чтобы у этих турбаз были адреса. Чтобы получить этот адрес, нужно обратиться в муниципалитет. Муниципалитет присваивает эти адреса, поэтому, пожалуйста, не затягивайте с этим вопросом, обращайтесь в муниципалитет, обращайтесь письменно, обращайтесь к нам в министерство письменно, если возникают какие-то вопросы, потому что если есть уже документ о том, что мы видим, что это запрос не просто на словах, а что человек написал заявку, то сразу же мы начинаем действовать, что это действительно насущный вопрос. И предприниматели — это наши уши и глаза, поэтому, пожалуйста, пишите к нам. Да, действительно. Свои проблемы. Да. Мария Эдуардовна, ну вот вы совсем недавно, вот насколько я знаю, пошли в поход, да, вот и преодолели почти 120 километров. До Покровска, от Якутска, Царства Вечного, вот, ну, как вы сказали, вот до начала нашего эфира, тропостроение, что это, да, ну вот что это дает, что дало вам и что в результате? Мне это дало то, что я увидела своими глазами, как у нас обстоят наши маршруты, как дела с ними, также какие у нас красивейшие виды открываются в пределах Якутска, Покровска, у нас ближайших улусов, это я еще знала, когда в Мирном жила, но там до Чоналыра мы ходили, вот, а здесь получается так, и также я, благодаря тому, что ходила с друзьями, все гостиницы, в которых мы останавливались, и глэмпинги, я арендовала на имя своих друзей, для того, чтобы никто не видел, что я иду чтобы не было потемкинской деревни, то есть, чтобы это было актуально видеть, и есть над чем работать, скажем так, и мне бы очень хотелось, чтобы у нас каждые 15 километров по маршрутам, которые мы будем развивать совместно с муниципалитетами, с бизнес-сообществами, появлялись турбазы. Они уже есть, и поэтому я предлагаю сделать так, тропу от Кангаласского мыса до Топогинского мыса, и чтобы каждые 10-15 километров были турбазы. Пожалуйста, предприниматели, появитесь хотя бы в Тугисе, чтобы мы вас увидели, что эти базы есть, потому что маршрут мы будем основываться на этих картах. Ну вот вы говорите турбазы, ну а что из себя они сейчас представляют? Картина какова? Сейчас, если честно, они не приспособлены для трекинговых пешеходных людей. Почему? Там нету сушилок для обуви, там негде помыть палки, там нету запаса воды. Например, мы пришли в домики, заселились, и нам пришлось пить воду. У нас вода закончилась, поздно пришли, и мы пили ту воду, которая там есть, а она была вся хлорированная. Мы потом шли, и у нас был на следующий день прям сильный сушняк, у нас прям хлорка, я чувствовала привкус хлорки во рту. Вот, и поэтому, пожалуйста, обратите внимание на то, что люди выходят, гуляют, и сделайте это комфортным для них. Да, конечно. Ну вот, а все-таки, если говорить в целом по республике, да, у нас, конечно, южные районы есть, западные, наши, северная Арктика тоже. Вот если так посмотреть, Мария Эдуардовна, конечно, вы еще не везде, наверное, побывали в районах, да, в улусах нашей республики. Я читаю книги, отзывы. Вы читаете отзывы, да? Что говорят отзывы? Отзывы говорят о том, свидетельствуют о чем? Говорят о том, что нам есть куда расти. Бывают сложные случаи, в основном люди жалуются на сервис и в основном жалуются на то, что они не понимают, чем им заняться. И поэтому, если у вас тоже есть, например, музей, пусть частный, не частный, государственный, пожалуйста, вы же там как гиды, экскурсоводы, сделайте, выведите туриста за пределы, расскажите им не только историю вашего музея, а расскажите, что у нас еще есть красивая смотровая площадка, а у нас есть еще один потрясающий музей. А вы были в красивом фотозоне
месте или заходили в нашу кафешку. Это же все сарафанное радио, оно работает, а туристы к вам приходят в музей, например, для того, чтобы узнать, а куда мне отправиться дальше. Ну, то есть это все связано с туристической отраслью. И поэтому не говорить о том, что это там Минпред, это Минкульт. Нет, мы все вместе республика, мы все вместе жители этой республики, и мы все вместе хотим получать качественный продукт. Да, и, конечно, и в итоге, конечно, все-таки должен быть один получатель услуг, это вот турист. Это правда, это правда. Да, это самый настоящий. Ну, а вот по кадрам, что бы вы сказали? Сегодня у нас в республике, ну, есть это, конечно, больная тема всех отраслей вроде, ну, а туризм ведь тоже задевает, наверное. Да, конечно, у нас, вопрос. Потому что в туризме это и официанты, и администраторы, и менеджеры турпродуктов, и предприниматели, это же все кадры. И у нас сейчас проходит опрос Российской Федерации как раз-таки по тому, чтобы предприниматели и другие, ну, большие организации заполняли его, и по итогам этого опроса будет то, что мы будем смотреть, каких кадров не хватает в республике. И в учебных заведениях будут открываться дополнительные квоты по тем направлениям, которые мы запросим. Поэтому умоляю вас, проходите этот опрос и говорите честно, что нам нужны официанты, нам нужны пекари, швеи, все, кто нам действительно нужен, шеф-повара. И тогда мы только сможем открыть под это кафедры. Маркетинг, пожалуйста, напишите, что нам нужен маркетинг. Да. Ну, теперь, конечно, вот у нас в Якутске, насколько я знаю, тоже строится гостиница 4-звездочная. Вот, «Космос», по-моему, называется. «Космос», да. «Космос» называется, да. И вот где-то в 2027 году он должен быть уже Да, сдан. мы все этого очень как сильно сейчас ждем. ситуация складывается? Сейчас ситуация, ведутся переговоры, у нас же получилось 2 года, закончились археологические раскопки, эти все раскопки, кстати, отсканировали, как мне сказали, и когда вы сможете прийти в отель, вы сможете увидеть, что там было под этой землей. Это очень здорово, это как раз-таки инновации. Вот, строительство идет, процесс идет, так что надеюсь, что гостиница действительно запустится. Ну вот из новых видов туристического такого, да, посещения тех или иных мест, вот можете назвать, что у нас? У нас, конечно, есть экологический туризм, там, скажем, да, этнотуризм у нас Промышленный есть. туризм есть. Например, даже в черте Да. города вы можете сходить в дом Кирга ювелирный и увидеть, как мастера делают у нас украшения из серебра и золота. Вот. Также у нас есть как раз-таки вот пешеходный туризм, который мы развиваем, культурно-познавательный туризм. И сейчас управление памятников как раз-таки такой маршрут прорабатывает, чтобы люди собирали по объектам культурного наследия печати о том, что они там были, потому что у нас очень много в пределах даже города Якутска есть культурных объектов, которые бы нам хотелось, чтобы люди их посещали и знали свою историю и корни. Вот одно из самых таких мест, значимых для наших жителей республики, это вот наш национальный парк Ленские столбы. Я знаю, что, по-моему, год или 2 назад доставляли туристов авиации, малой авиации, это был Ан-3, по-моему, летал тогда. Сейчас как вот, есть такая возможность? Ну, например, сейчас в марте люди ездили на автобусах, Да, на и эти автобусах, автобусы понятно, как раз-таки, да. с автовокзала отправлялись, и сейчас я проверяла, сколько это стоит 4000 рублей до туда доехать, весь день провести, питание, это все было включено. По сравнению с тем, что мне говорили, что 10 лет назад это было 16 тысяч рублей. Ну, то есть спрос появляется, цена, конечно же, конкуренция уже вступает. И также мы еще в этом же кластере Ленские столбы, Синские столбы, там тоже строится тропа за 2 года, до 2026 года она должна реализоваться к поющим скалам. Вот. Ну, а с Знаете авиацией про как тогда? С авиацией сейчас пока что этот проект, как я понимаю, на стопе. Почему? Потому что, если честно, за 10 месяцев я никаких сподвижек не видела. Может быть, я не интересовалась, может быть, это моя ошибка, я не знаю. Вот, но если есть такой запрос, то я обязательно уточню его. Хорошо. В Тампонском районе вот тоже, да, вот есть тоже Да, такое там у нас место. есть... Да, путешествие на полюс холода, и также у нас сейчас в Уснерье, как сейчас в июне, будет проходить фестиваль скалолазания, вот, так что можете приезжать, приходить, и там, как вы знаете, безумно красивые горы, которые вы видите с каждого кусочка вот этой божественной земли. Вот еще я посмотрел вот, значит, в эту же стратегию по развитию туризма, да, на период 2030 года, вот туры за северным сиянием, так вот указано. Это в депутатский. Да, у нас предприниматель к нам обратился, сказал то, что я хочу привозить китайского туриста на северное сияние, потому что почему он на Кольский полуостров ездит, а у нас из Харбина прямые рейсы, давайте привозить. Мы такие, конечно, давайте. И он говорит, им нужен административный ресурс. И мы совместно с ним поехали, он от нашего министерства человек, поехал как раз-таки в депутатский для того,
того, чтобы посмотреть, как обстоят дела. И, если честно, жители нас там очень радушно встретили и проработали маршрут. И теперь у этого туроператора есть, получается, контакты, и надеюсь, что у нас в этом году получится привезти туда туристов из Китая. Да, ну, конечно, вот еще грибной и ягодный туризм, это понятно, это, конечно, мы все якутяне любим собирать и ягоды, и грибы. Но никто не делится своими местами. Да, это действительно так. Но вот нынче летом все-таки вот событийный туризм у нас тоже превалирует в республике, да? Вот зима начинается с Якутии, вот тоже у нас это один из событийных туристов. Да, но у нас сейчас, получается, Сабантуй будет в местности Ортодайду, потом вот Эсех, да, Эсех, вот и в Нерюнгри, да, и, получается, у нас в городе Якутске. Также у нас будут вот фестивали по скалам, как я сказала, это и Еланка Фест, и в Иснере, также это игры Манчары, вот, и еще я бы хотела поделиться замечательным событием, это полет стерхов. У нас сейчас в Охотском перевозе будет строиться орнитологический центр, где люди, которые любят фотографию, birdwatching, это наблюдение за птицами, фотографировать, пожалуйста, приезжайте в сентябре в Охотский перевоз, размещайтесь там в палатках и снимайте, как 1600 птиц будет над вами одновременно пролетать, и которые приносят счастье. Они же сейчас уже из Китая прилетели в Охотский перевоз, уже в Арктику. Ну, уже наблюдали. Уже, да, они уже гнездиться полетели, уже, а сейчас в сентябре обратно они полетят, они же все чипированы, и мы видим за их полетом. Поэтому там мы хотим развивать как раз-таки этот наблюдательный за птицами туризм. Там не только стерхи, там есть и другие редкие виды, которые коллекционеры со всего мира бы хотели собрать. Наша задача информировать их об этом. Ага. Мария Эдуардовна, ну и как я понял, вы тоже заядлый турист, видимо, да? Это да. Ну, у меня большой опыт путешествия по всем горам. Да? Да, конечно. С детства благодаря родителям и дальше уже самостоятельно. Ну, что бы вот вы пожелали нашим телезрителям и радиослушателям, да, якутянам, вот в этот начавшийся новый, значит, туристический сезон 2025 года? Пробуйте новую деятельность, экспериментируйте, гуляйте, познавайте себя через эту деятельность. Если чего-то не знаете, ходите в библиотеки, потому что это классные пространства. Не забывайте посещать рестораны, кафе. Почему? Потому что у нас там действительно очень вкусные блюда. Ну, кому я рассказываю, вы все знаете. Да, ездите на машине в Покровске, на автобусе ездите до Конечной, гуляете там, возвращайтесь обратно. Ну, то есть это есть туризм. Открывайте, исследуйте, будьте любопытными. Да, и буквально вот полминутки, наверное, да, вам что посоветуете начинающим, может быть, предпринимателям в этой сфере? Начинающим предпринимателям? Первые шаги какие-то основные, может быть, да. Заобщайтесь с туроператорами. Потому что это кладезь информации, и они вам расскажут, где им не хватает места размещения, чего им не хватает, какая у них ниша свободна. Поэтому не стесняйтесь общаться, приходите к нам в министерство, в агентство по развитию туризма, к предпринимателям, мы всех рады соединить и вместе делать качественный продукт. Угу. Ну что ж, качественный продукт действительно, вот этот результат должен быть, да? Все-таки бренд нашей республики все-таки мы должны сохранить. Якутия, твоя сила духа. Вот это, наверное. Ну что ж, уважаемые телезрители и радиослушатели, вам спасибо, Мария Эдуардовна, за сегодняшний вот подробный такой рассказ о деятельности, о начале нового туристического сезона, что мы можем увидеть сами, якутяне, и въездной туризм, в том числе гости из других регионов и стран. На этом наша передача сегодняшняя подошла к концу. Всего доброго, до свидания.